see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yes. Добрый вечер, уважаемые телезрители телеканала Якутия-24. Немножко повторю песни, да, Wonderful World. Замечательный, прекрасный мир песен сегодня нас ожидает, потому что это телепроект, интерактивный конкурс «Вот это да». Сегодня на этой сцене в нашей студии будут своим мастерством вокальным мериться участники из города Якутска и его пригородов. Мы приветствуем всех наших дорогих телезрителей и призываем вас в ближайшие 1,5 часа оставаться с нами. Ведь мы сегодня работаем в прямом эфире. Наши участники переживают, члены уважаемого жюри также переживают. Ну и, конечно, сегодня мы узнаем, кто же станет финалистом по мнению членов жюри. Ведь именно они сегодня выберут лишь одного человека. Да, но при этом не забываем, что второго финалиста выбираете вы, уважаемые телезрители, голосуя за понравившихся исполнителей, за понравившихся конкурсантов при помощи СМС-голосования до 8 часов вечера следующей пятницы вы можете отправлять свои голоса. Ну, за кого голосовать в течение эфира, конечно же, узнаете. Голосование простое. Вам необходимо будет отправить СМС-сообщение на короткий номер 5533, указав кодовое слово «ход», пробел и номер участника. Все очень просто. Самое главное – насладиться музыкой, внимательно следить за участниками, ведь все-таки оценивать их нужно по достоинству, ну и, конечно, активно голосовать. Да, ну еще стоит напомнить, что отборочные этапы прошли уже в нескольких районах нашей республики. Это Алданский, Нерюнгринский, Ленский, Алекминский и Мирнинский, где по 2 финалиста уже были отобраны, они уже попали в финал. В финале мы их увидим. Действительно, вот это да, проехала уже практически пол республики. Ну а сегодня мы с нетерпением ждем участников, представителей города Якутска. Да. Ну и, конечно же, раз мы заговорили о том, что жюри сегодня будут оценивать выступления, нужно, будет грехом, я думаю, не назвать имена тех, кто же будет судить сегодняшних участников, выставлять свои оценки и определять судьбу. Наша уважаемая жюри, я их по порядку, мы с ними познакомимся, потому что на прошлый эфир мы смотрели участников из Мирнинского района, был определен членами жюри финалист, а судьбу
еще одного участника, который попадет в финал, определяли телезрители. И нужно, я думаю, самое время узнать, кто же стал вторым финалистом из Мирнинского района. 5 мая завершилось СМС-голосование за второго финалиста от Мирнинского района. Наибольшее количество голосов набрал Сультим Дашипылов. Стекла ока, пускай сбивают с ног порывы ветра. Поскольку победитель, по мнению жюри, Рустам Кидяйкин, не сможет принять участие в финале, его место займет Егор Агарков, который занял второе место по количеству голосов телезрителей. Поздравляем представителя Мирнинского района, ведь ему повезло. За него голосовали зрители наши, и тем самым спасли его, и он попадает в финал нашего конкурса. Напоминаем, финал состоится 21 мая. Ну и поздравляем Егора Агаркова мы. Ну а теперь мы, собственно, можем сконцентрироваться на том, что сегодня происходит в Якутске, отборочный этап в столице нашей республики. И, как я уже сказал, конечно же, должны мы обязательно познакомиться с членами нашей коллегии судейской. И я спешу представить солиста Государственной филармонии Якутии Леонида Анциферова. Также сегодня за всем происходящим будет наблюдать директор благотворительного фонда «Харысхал» Любовь Клюкина. Ну и председатель жюри – это солистка Государственного театра оперы и балета имени Сааруна Малона, преподаватель по вокалу Арктического государственного института культуры и искусств, народная артистка Республики Саха-Якутия Феодосия Петровна Шахурдина. Я хотела бы напомнить о том, что Феодосия Петровна путешествует, гастролирует практически с нами. Она объездила все улусы, и лично она контролирует все происходящее всегда и дает очень грамотную, порой даже суровую, но всегда очень полезную оценку выступлениям всех наших участников. Ну, все профессионалы всегда по достоинству могут оценить то, в чем они профессионалы непосредственно, как бы это вроде бы и не звучало странно. Паша, но мы забыли представить себя, любимых. Да, сегодняшний весь день сопровождать наших участников, вас, дорогие телезрители, в мир музыки будем мы, Дарья Анкехова и Павел Танин. Ну и если я остаюсь здесь непосредственно в эпицентре событий, то Павел отправляется сейчас в микс-зону, где будет обязательно опрашивать, допрашивать и узнать, как же ощущают себя артисты сразу после выступления. Ловить с пылу жару, что называется. Ну и я предлагаю начать наш музыкальный праздник. Вот это да! И первый участник, который уже спешит выйти на эту сцену, это Калымана Ларионова с прекрасным романсом «Дорогой длинной». Добрый день, дорогие зрители! Меня зовут Калымана Ларионова. Я родом из Горного Улуса. Сейчас работаю в Центре культуры Тускул села Хатасы специалистом по фольклору. С малых лет я люблю петь и танцевать, что стало основой для моей будущей профессии. Я решила принять участие в этом проекте, чтобы понять для себя, куда мне двигаться дальше, обзавестись новыми знакомствами и подарить вам свое творчество. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня. Струнною, что по ночам так мучила меня.
ночам так мучил меня. Но выходит, пели мы за даром, понапрасну ночь за ночью жгли. Если вы покончили со старым, так и ночи эти отошли. Дорогой длинною, да ночкой лунною, с песней той, что вдаль летит меня, и с той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Родную новыми путями нам отныне ехать суждено. Ехали на тройке с бубенцами, ах, уже проехали давно. Дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит меня, и с той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. С той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. С той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. С той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Участница под номером 1 Калымана Ларионова. Браво, браво, Калымана, вы можете выдохнуть немножечко, да? Выступать первой всегда тяжело, но я думаю, что вы сегодня вот сразу задаете такую хорошую планку для всех наших участников. Хотелось бы отметить, что именно этому романсу в следующем году исполнится 100 лет. Благодаря душевности стихов и мелодий он по-прежнему любим всеми. Как исполнила этот знаменитый романс наша участница под номер 1 Калымана, узнаем у членов жюри. Леонид, вам слово. Вы знаете, мне очень понравилось. Для первого выступающей в данном случае, Калымана молодец. Конечно, волнение ощущается, вот, но тем не менее и романс прекрасный, и подан он, на мой взгляд, очень-очень хорошо. Первая оценка достаточно положительна. Хорошо, предоставляем слово Любовь вам. Калымана, это было очень эмоционально и с душой спето, в принципе, как и должна, наверное, исполняться эта песня. Мой супруг переживал, что я захочу выйти на паркет и здесь станцевать, потому что раньше участвовала в шоу «Танцы». И вот под эту песню, под ваше исполнение, мне как раз-таки очень хотелось это сделать. Но, к сожалению, у меня сегодня не очень подходящий гардероб. Я вас благодарю, это были хорошие, теплые, положительные эмоции. Правда, немного странный выбор песни, немного неожиданный, на мой взгляд, но тут уж как решили. Спасибо вам. Феодосия Петровна, вам слово. Калымана, спасибо за прекрасное выступление. Вот как сказала наша ведущая, этому романсу будет в 2024 году 100 лет ровно. Вот этот романс, он у русских эмигрантов очень популярен был в 1924 году. Вот. Так, что я хочу сказать? Немножко интонация плавает, немножко не дотянули. А так, выступление прекрасное, вы немножко волновались, да, это видно и слышно. А так, вам творческих успехов. Спасибо. Ну, я думаю, Калымане, во-первых, можно дать скидку, потому что она выступала под номером 1, но волнение... Мы сами видим, почему у нее вдвойне, потому что у нас участница совсем так находится в интересном положении. Поэтому здесь переживания не только за себя, но и внутри у нее все, в прямом смысле этого слова, переживает.
Спасибо большое, Колымана. Дорогие телезрители, если вы желаете поддержать участницу под номером 1, смело отправляйте свои смс-сообщения на короткий номер 5533. Вначале нужно указать кодовое слово «ход», пробел и номер участника. Колымана у нас выступает под номером 1. Мы вас провожаем, Колымана, проходите. Ну, а мы уже готовимся встретить Колыману здесь, в нашей микс-зоне, расспросить первые впечатления после выступления. Самыми первыми мы это сделаем. Ну и, надеюсь, узнаем много интересного, как минимум, о том, как оценивает участница сама свое выступление. Колымана уже здесь. Проходите, пожалуйста, поздравляем. Всегда трудно начинать выступление, всегда трудно первой выступать. Ну, начнем с простого. Все равно хочется спросить самое простое, да? А как свои выступления сами оцениваете? Ну, волновалась, конечно, но выступила, да, отлично, мне кажется. На свой взгляд, отлично. Это самое взгляд. главное. Главное себя правильно Да. оценить, да. А почему такую песню выбрали? Ну, с такой, знаете, плавающей динамикой, я бы сказал. То есть Ну, все-таки мне- романс, он ага. такой, а потом бац-бац, и вот. Эта песня мне очень нравится. Я интересуюсь вообще фольклором, не только якутским, но и других народов, русским, цыганским. Вот, и эта песня мне очень по душе. А долго ли готовились, чтобы ее вот сегодня так исполнить прекрасно? Ну, эта песня находится в моем репертуаре уже давно. Да, я ее исполняю. Дежурная песня, можно сказать. Спросил у вас, как оцениваете себя сами. Вопрос другой. Как согласны ли с оценками жюри? Может быть, есть вопросы Да. какие-то? Я согласна с оценками жюри, услышала хорошие советы. Все очень отлично. Ну а в целом пением как давно занимаетесь? Я пою с малых лет, и вот пение стало основой для моей профессии. Я работаю в сфере культуры. С чего увлечение-то само началось? Вот с малых лет поете. Где-то, у некоторых бывает, и где-то услышал песню того-то, того-то, так воодушевило, что решил петь сам. Бывает просто человек что-то, бас, хочу попеть, и начинается. Вот что стало той искрой, которая фитиль вот этого творчества запалила? Ну вот у меня родные все поют. У меня поющая музыкальная родня, семья, и от бабушки передалось. Пение. Ага. А сегодня кто-то за вас болеет, смотрит ли ваши, опять же, родственники, как говорится, Да. поющая семья? За меня сегодня болеет гордый Улус, Хатасы, Якутск. География большая, Да. действительно, но я думаю, это позволит вам и смс-ок, если что, в случае чего собрать большое количество. Напомню, что проголосовать за Колыману можно, отправив на номер 5533 кодовое слово «ход-1», «ход», пробел 1, вот сейчас на экране вы это видите. Ну и, собственно, если выступление Колыманы вам показалось просто шедевральным и прекрасным, ну, я пока тоже останусь вот на этой точке зрения, что оно было прекрасным, невероятным, то вот смело можете голосовать. Опять же, «ход», пробел 1 на 5533. Колымана, ну, первые выступили, после вас еще сейчас. Я думаю, планку вы какую-то задали. Есть, может быть, пожелаете участникам, которые сейчас после вас будут выступать, или нет? Достойно пойдете ждать конца эфира? Ну, участникам мы уже сдружились со всеми, и хочу пожелать не волноваться, спеть очень хорошо, отлично. Ну что ж, желаем вам удачи, надеемся, что в финале вы окажетесь. Но я, наверное, буду сегодня говорить это всем, потому что я думаю, сегодня прекрасные певцы собрались. Я сам песни люблю и за всех одновременно буду болеть. Ну и передаю слово Дарье обратно в студию. Будем продолжать наш эфир и смотреть за очередным прекрасным выступлением. Ну а мы рады представить вам участника под номером 2. Это Ариан Дьяконов. Он работает хореографом в окружном центре народного творчества в городе Якутске. С детства ему нравится творчество Элвиса Пресли. Здравствуйте, меня зовут Ариан Дьяконов. Работаю в окружном центре народного творчества. И я не являюсь профессиональным певцом. Я хореограф, простой хореограф. У меня есть ансамбль «Сайды». Занимаюсь пением как хобби, люблю петь. Без меня никогда не проходят праздники, все родственники зовут меня. В свободное время я очень люблю петь для зрителей. Это очень хорошо, когда тебе на сцене аплодируют. Я очень это ценю и уважаю. Участникам желаю успехов, пусть победит сильнейший.
Море вернулось, говором чает, песни перебоя, рассвет пробуди, сердце как друга, море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой, с собой. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой, с собой, с собой, возьми с собой. Браво! Участник под номером 2 Ариан Дьяконов. Ой, ну я почему-то даже, вот знаете, за кулисами стояла, и мне прям так хотелось выйти, поддержать вас каким-то образом, потому что очень сложная композиция. Я думаю, многие телезрители согласны с этим, но именно эта музыкальная композиция есть в репертуаре у одного из членов нашего жюри. И это Леонид Анциферов. Я думаю, кто, как не Леонид, может дать сейчас прям такую хорошую оценку, ведь Леонид исполняет ее уже много лет. И, кстати говоря, она ему, наверное, принесла такой тоже своеобразный успех в карьере. Ну, оставим, как говорится, в покое мое темное прошлое. Вы знаете, Ариан, на мой взгляд, ваш голос, он очень лиричен. И вот необходимой металлической такой решительности именно в этой песне мне лично чуточку не хватило. Я слышу ваш голос в исполнении каких-то других песен. Ну, я не знаю, сейчас я не могу привести конкретный пример, потому что голос очень своеобразный, тембр такой приятный, бархатистый, я бы сказал. Ну, песня исполнена, конечно, хорошо, но вот, как я уже сказал, чуть-чуть вот тембрально она не подходит, скажем так. Но это на мой взгляд. Любовь, вам слово. Ариан, вы замечательно выглядите, и когда вы исполняли эту песню, на вас хотелось смотреть. То есть вы какую-то энергетику такую хорошую, теплую излучали. И после первой фразы «У моря, море» у меня мурашки побежали, не огромные, но вот такого размера точно. После второй почему-то уже не было, потому что вы как-то как будто бы слегка расслабились и сбавили темп, что ли. Но вас было очень приятно слушать, приятно на вас смотреть. Обязательно пусть ваше хобби дальше будет оставаться в вашей жизни, развивайте его, у вас очень классно получается. Феодосия Петровна. Ариан,
Ариан, спасибо за песню. Это, я считаю, одно из таких достойных выступлений на песню Муслима Магомаева. Так, эта песня, значит, на все времена, получается, вечная память нашему Муслиму Магомаеву. Вы достойно выступили, но у меня немножко такие замечания. Обратите внимание, пожалуйста, на дикцию. И в конце немножко, вот чуть-чуть немножко интонационно нечисто было. А так, тембр у вас очень красивый, хороший, такой качественный голос. Творческих успехов вам, дальнейших. Спасибо за прекрасное выступление. Ну что, дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность поддержать Ариана. Отправляйте свои смс-сообщения на короткий номер 5533, указав кодовое слово «ход», пробел и цифру, Ариан, 2. Именно под этим номером выступает у нас Ариан. И, возможно, именно благодаря вашему смс-голосованию Ариан попадет в финал нашего песенного конкурса. Вот это да! Мы провожаем вас к Паше. Паша. Ну а я готов уже встретить Ариана здесь, в нашем уютном уголку, где после, так сказать, битвы, скажем так, музыкальной, можно немножко перевести дух, рассказать и о себе, и о своей композиции. Ариан, привет, молодец. На самом деле, да, Муслим Магомаев, это всегда сложно, потому что все-таки баритон такого уровня, это, ну, ты молодец, потому что я тоже люблю Муслима Магомаева, у меня замечаний критических к твоему исполнению нет, мне очень понравилось. Хотя песня, наверное, не из моих любимых, хотя очень хорошая. Почему именно эту песню выбрал? Почему я это спрашиваю? Потому что, насколько я знаю, ты с детства увлекаешься творчеством, ну, во всяком случае, любишь творчество Элвиса Пресли. Почему да, вот из нет, этого мне было интересно просто за ним наблюдать. Творческий, личность, вообще шикарная. И вот как будто... Не знаю. Какие самые для тебя самые сложные моменты этой песни, вот, которые ты исполнял? Нет, сложный момент — это когда заходишь туда и поешь, там душно, во-первых, и все. Как будто не на зрителей, это другое, оказывается. Лучше на зрителей петь. Ну да, в студии работать это не на сцене. Ну, эту песню я выбрал, потому что у нас... Недавно прошел юбилей Дома культуры, сельского дома культуры «Надежда». Я выбрал эту песню, выучил где-то месяц назад выучил эту песню и спел. То есть фактически она для тебя новая, в плане исполнения. Новая, месяц да. это на самом деле не так много. Ну да. То есть не какая-то короночка из закромов, а прям, за это, я думаю, стоит поаплодировать, и это большой респект, потому что за месяц такую песню, опять же говорю, она сложная, она очень сложная. Я не музыкант, я понимаю, что она сложная. Вот. В целом, как давно пением-то увлекаешься? Давно пением, с начальных классов, там у меня учительница была, она под баян нас вытаскивала, и мы пели. Ну, конечно, на якутском языке. На якутском языке у меня хорошо получается. Ну, на русском языке, конечно, тяжело. Да. То есть двойной челлендж для тебя сегодня был. Все равно дикция якутского все равно есть. Не знаю, мне все равно понравилось. Но опять же, напомню телезрителям, что проголосовать за тебя можно на номер 5533, ход пробел 2. Ариан Дьяконов, возможно, да, ваш голос, дорогие, за тебя кто-то болеет по-любому, поэтому голосуйте, если вам исполнитель понравился и хотите в финале его увидеть, ход 2 на номер 5533. Поздравляю тебя, молодец, и не смею больше задерживать, и передаю слово Даше. Даша, давай, продолжай. Мы рады приветствовать участника под номером 3. Это Елизавета Глаголева. Еще 5-летняя девочкой Лиза услышала по радио песню «Валенки» и поняла, что всю жизнь она хочет посвятить русской песне. И вот уже 7 лет она изучает русский фольклор разных регионов нашей страны. Всем привет! Меня зовут Глаголева Елизавета, и я участница телепроекта «Вот это да!».
Родом я из небольшого, но очень литературного города Мценска. Многие, когда об этом узнают, называют меня леди Макбет Мценского уезда. Я, конечно, над этим посмеиваюсь и говорю то, что в моем случае у меня просто более удачно сложилась судьба. Уже как 3 года я проживаю в городе Якутске и работаю в Дом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Являюсь солисткой народного ансамбля «Русь», руководителем является Помогаева Вера Васильевна, и также уже как 2 года руководителем детского фольклорного ансамбля «Русь». Многие у меня спрашивают, какой у меня девиз по жизни. Но я могу сказать, что девиза у меня нет. У меня есть цели, к которыми я стремлюсь. Это популяризировать и пропагандировать русскую народную культуру в нашей республике Саха-Якутия. Сегодня я вам исполню «Страдания» Воронежской области «Я любила сокола». Красивого, высокого. Я любила всей душой, а он в солдатушке ушел. Солдатам какая жизнь, ох, повезло, только держись. Сумочки загрохают, родители заохают. Говорят, что горя нет, горе начинается. О, военного стала, залетка призывается. Ох, залетка, дорогой, ох, как могли тебя призвать. И куда ж такой молоденькой поедешь воевать? Я не думала, на елочках иголочки растут. Я не думала, что белому винтовочку дадут. Я иду, а мне навстречу кустики смородины. Это миленькой уехала на защиту Родины. Ох, война, что же она наделала? Взяла милого на фронт румяного белого. Ох, война, 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 да что ж наделала она? Взяла белого на фронт, а я осталась одна. Девушки, молите Бога, чтоб закончилась война. А не кончится война, не выйдет замуж ни одна. Я не знаю, где убит, я не знаю, где зарыт, только знаю, что залеточка за родину погиб.
Участница под номером 3 Елизавета Глаголева. Елизавета, мы часто задаем стандартный такой вопрос после выступления, да? Как оцениваете выступление? Ну, я сейчас была в таких эмоциональных, так много эмоций получила, то что я даже не помню, что сейчас произошло со мной. Ну, если по 10-бальной шкале, сколько? Ну, вокально, я думаю, справилась я на 8, а эмоций чуть-чуть мне не хватило. Хотелось вот в конце прям мне чуть-чуть сплакнуть, а вот слезка все-таки не вышла у меня. Слез не вышло, ну давай узнаем, затронуло ли ваше выступление наших уважаемых членов жюри. Леонид, хотелось сплакнуть? Лиза, это, я бы сказал, что это был прекрасный вокальный мини-спектакль. Я вам говорю огромное-огромное спасибо за него. Никогда вас не слышал раньше, как это ни странно. Вообще слушаю ансамбль «Русь», но вот что-то не встречались мы как-то до этого. Большое вам спасибо. Было просто потрясающе. Любовь, понравилось ли вам выступление Елизаветы? Для меня это было не просто выступление, это было очень сильное эмоциональное переживание, и я на самом деле слезы сдержала с огромным трудом. Было сильно, очень эмоционально, и вы вложили всю свою русскую душу, чтобы поддержать всех русских женщин, которые вот так проводили своих мужей, сыновей на войну. И это тем более очень важно накануне Великого Дня Победы. Я так думаю, что поэтому вы решили выбрать именно эту песню. Я вас благодарю, и теперь очень хочется попасть на ваше выступление вашего ансамбля и вашего детского ансамбля. Спасибо вам. Спасибо большое. Феодосия Петровна, ваша оценка? Елизавета, спасибо вам за прекрасное выступление. Песня берет за душу, действительно. Мне очень понравился ваш сценический образ. Песня вот это вот именно душой спета она. Прямо вот чувствуется, что вот чувственно вы всей душой эту песню поете. И, ну, что говорить, весьма актуально вот в сегодняшнее время вот именно вот такие вот песни, да. И спасибо хочу вам сказать, что вы пропагандируете русскую песню. Молодчина, молодчина. Так держите, дальше так работайте. Творческих вам успехов. Вы такая красивая, такая эмоциональная, чувственная. Спасибо вам большое за прекрасное выступление. Спасибо большое. Елизавета, вот Леонид говорит, что не видел вас пока на площадках нашей столицы. Вот подскажите, как давно вы приехали в наш город? Уже как 3 года я проживаю в этом городе. 3 года. Ну, я думаю, может быть, для вас наш конкурс «Вот это да» станет неким таким трамплином для того, чтобы почаще выступать и радовать жителей всей нашей столицы и республики в целом. Ну, а вы, дорогие друзья, можете поддержать Елизавету, проголосовав за нее и отправив смс-сообщение на короткий номер 5533, указав кодовое слово «ход», пробел и цифру 3. Именно под этим номером выступает наша Елизавета. Ну что, Елизавета, отпускаем вас, наверное, и проводим. Проходите к Паше. Ну а мы движемся далее. Такой этноколорит добавился в наш эфир сегодняшний, в наш концерт. Сейчас с Елизаветой мы побеседуем, ну, тоже поинтересуемся вообще, в принципе, как фольклор она изучает, потому что услышали мы, что занимается она изучением фольклора, но в целом песня такая, конечно, лиричная, с одной стороны. Вот Елизавета, проходите к нам, ну, поздравляем, отдышитесь немножко, потому что я видел, как вы, ну, как это правильно сказать, не выдыхались, но как бы пели на максимум. Диафрагма работала на всю амплитуду, высокие такие моменты громкие были. Но вот сейчас я уже заявил, что хотим у вас узнать, а как вы изучаете фольклор непосредственно? Вы путешествуете по стране или как-то, может быть, дистанционно это делаете? Будучи еще студенткой Орловского государственного института культуры, я закончила вот недавно, там мы изучали фольклор разных регионов нашей России. Даже заходя за Россию, как белорусский фольклор, также украинский фольклор. И тем самым я собрала большой багаж, который я рассматриваю. Также мы ездили по экспедициям, ездили по нашей области, где мы
слушали, как поют бабушки, записывали это, и потом расшифровывали, и выступали, показывали, пели. То есть, в принципе, вот выездное изучение, оно в границах вот области происходило. Да. А вот даже внутри одной области разнятся ли вот те или иные районы и так далее? Конечно, я скажу больше даже то, что есть одна песня, и эту песню каждая деревня будет петь по-разному. Потому что они как услышали, запомнили, пришли, показали, а уже раньше же не было магнитофонов, раньше мы не могли это записать. И сломанный телефон. Да. Ага. А вот вы все-таки с небольшим говором исполняли эту песню каким-то, вот говор какого-то определенного населенного пункта, региона, может быть, да, вложен это сюда? песня Воронежской области, и чем ближе на юг, тем больше как бы гэкают люди. У каждого же региона есть свой говор, даже в Якутске есть свой говор. И это очень сильно заметно, когда ты начинаешь это изучать. Ну вот вы сейчас 3 года уже в Якутске находитесь. В Якутии планируете фольклор изучать? Очень хотелось бы. Но на данный момент я сейчас мамочка в декрете. Но в дальнейшем планирую поездить. Уже побыла по Якутии в Алекминске, познакомилась с местными ансамблями. И также ездила я в Верхневилюйск. Вот, и там тоже я знакомилась с фольклором. А еще вот, я насколько знаю, вы руководите детским ансамблем. Да. Много ли детишек занимаются? Как вообще, нравится ли им? Что больше всего нравится? Ну, детям больше всего нравятся, конечно, песни, которые игровые. Потому что дети у меня небольшие, и им хочется не просто стоять и учить ноты, петь, а им нужно обязательно играть, да. И поэтому, когда мы занимаемся, распеваемся, конечно, у нас все это проходит в игровой форме, чтобы было проще. Ага. Ну, я думаю, это правильно в плане игровой формы. Я думаю, еще раз мы телезрителям напомним, как можно за вас отдать свой голос на номер 5533, ход пробел 3, Елизавета Глаголева. Голосуем, замечательный этнообраз, этноисполнение. А я думаю, что сегодня за вас много кто болеет. Или... Да, конечно, у меня по всей России друзья находятся, и сейчас все смотрят передачу. Сейчас будет межрегиональное голосование. Да. Но не смею вас больше задерживать, даю возможность отдохнуть и передаю слово Дарье дальше. Ну а на нашу сцену уже спешит выйти участник под номером 4. И это Валерия Петрова-Добрянцева. Она солистка ансамбля старорысских имщицких песен «Имская гармонь». Всем здравствуйте! Меня зовут Валерия Добрянцева-Петрова. Я участвую в конкурсе «Вот это да!». Я родилась и выросла в селе Кытылджура Хангаласского района, Ямщицком селе, поэтому с 1 класса я пою на 2 языках – русском и якутском. Моя основная деятельность связана с детьми, я учитель биологии, а также я мама 2 замечательных детей и жена. Занятия вокалом, конечно же, я не бросаю. Пою в ансамбле хранителей старорусских ямщицких песен «Ямская гармонь». Также являюсь лидером молодежного совета потомков государевых ямщиков. Хочу пожелать всем участникам успешного выступления и, в свою очередь, так как с гордостью ношу звание хранителя старорусских песен, дарю всеми любимую народную песню.
Валерия Петрова-Добрянцева, участница под номером 4. Очень такое спокойное, такое звонкое, нежное выступление. Ну и, конечно, этот красивый романс Евгения Юрьева из цикла ямщицких песен не может не оставить никого равнодушными. Но что же думает, по мнению выступления члена жюри? Леонид, вам слово. Мне очень понравилось. Я сам очень люблю этот романс. Ну, конечно, когда я его пою, я исполняю мужскую версию. Вот там, где с молодой женой мой соперник стоит. Понравился ваш сценический образ очень. Он так, вот, я бы сказал, 100% попадает в этот романс. И манера исполнения тоже мне очень-очень импонирует. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Любовь, вам слово. Валерия, это было очень нежно и как-то очень проникновенно, так вот по-теплому спето, да? Может быть, излишне скромно, да? Может быть, вы специально такой образ продумали, что я вот буду очень-очень осторожной, или, может быть, волнение сказалось. Было очень приятно слушать, приятно на вас смотреть, вы замечательно выглядите. Я вас благодарю за вот пережитое мною приятное мгновение. Спасибо. Феодосия Петровна. Спасибо, Валерия, да? Валерия, спасибо большое. Прекрасное выступление. Я бы хотела от вас услышать в двух-трех словах об этом романсе. Можете что-нибудь сказать? Еще раз, погромче. Я хочу от вас услышать в двух-трех словах, буквально, да, об этом романсе что-нибудь. Что-нибудь знаете? Можете рассказать? Ну, романс выбран не зря, все-таки там есть ямщицкая культура показана там, и, собственно, я пришла показать ямщицкую культуру. Ну, эту песню я пою уже достаточно давно, песня как бы проверенная. Да. Спасибо, это слышно и видно. Сценический образ очень хороший, но знаете, что я бы вам хотела бы сказать? В конкурсах, что мы обычно... Когда исполнитель поет, да мы стараемся, чтобы они пели показательное какое-то выступление, да. Ну, это, может быть, это вот в вашем случае, это вот ваша вот песня, да. Но я не услышала ни верхов, ни, как говорится, это. Но выборы в репертуаре, пожалуйста, если вы участвуете в таких вот конкурсах, да, пожалуйста, обратите внимание на это. Выборы репертуара именно имеется в виду. Я не говорю, что вы, ни в коем случае, вы очень хорошо спели. Красиво все так, гармонично все, образ хороший, голос такой приятненький, да. Но перед будущим, да, когда вы будете выступать в вот таких вот конкурс песни, надо выбирать такие песни, которые соответствуют. Хорошо? Хорошо, спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, напоминаем вам о том, что сегодня во время прямого эфира свой выбор сделают члены жюри. Они выберут одного представителя от города Якутск. Второго представителя выбираете вы, дорогие друзья. Для этого вы можете отправить смс-сообщение на короткий номер 5533, указав кодовое слово «ход», пробел и цифру 4. Именно под этим номером выступает у нас наша участница Валерия. Голосуйте, поддержите, и, возможно, мы вновь увидим Валерию, но уже в финале нашего конкурса. Валерия, спасибо. Проходите, пожалуйста. Такой дуплет мы сейчас посмотрели из русских народных песен. Сейчас с Валерией пообщаемся. Ну, романс, конечно, сейчас был, тем не менее, такая стилистика, да, и стилистика и костюм сценический все-таки как-то намекают. Валерия, проходите скорее к нам, мы не терпится нам с вами поговорить. Ну, очень такое нежное у вас исполнение было, да и голос у вас такой нежный, но, насколько я знаю, вы работаете учителем биологии. Как с детьми возможно с таким голосом управляться? Ну, в обычной жизни, наверное, у меня голос все-таки немного тихий. Петь получается, а голос, ну, все-таки тихо. Да. Но с детьми получается управляться? Да.
Как вообще вот вы вот связаны с ямщицкой песней, с романсами подобного рода? Ну, я в первую очередь потомок государевых ямщиков. Я родом из ямщицкого села. И, соответственно, выбрала такую песню, которая связана. Как-то вот в повседневной жизни вот эту связь с собой сопровождаете? Или это просто где-то вот внутри свое, может быть, в песне? Ну, в первую очередь внутри, конечно. Так, в ансамбле вот это вот пропагандируется, как бы, да? Продвижение культуры ямщицкой. Да. В целом, как вот давно именно с песней себя связали? То есть культура культуры, песня, все-таки она тоже часть, но тем не менее не все поют. Ну, я пою вообще с 1 класса где-то. После школы, конечно, немного был перерыв, так как я стала мамой, да. И после рождения второго ребенка я присоединилась в ансамбль «Ямская гармонь». Такой вопрос интересный, может быть. Детям, как, может быть, существуют ямщицкие колыбельные пели? Ну, ямщицкие нет, но обычные колыбельные, да, конечно. Обычные, да. Но я думаю, стоит напомнить, как можно отдать за вас свой голос. Но перед этим спрошу, кто сегодня к экранам прилип и наблюдает за вами, и болеет за вас, и готов уже отправлять смс-ки? У меня очень много родных, и все они поддерживают меня. Весь мой родной Улус Хангаласский, и, конечно же, мой ансамбль, мои коллеги, друзья. Ну, а я напомню, что ход пробел 4 отправляем на 5533, чтобы отдать свой голос за Валерию Петрову Добрянцеву. Валерия, спасибо вам большое, что сегодня пришли. Желаю вам удачи, желаю, что оценка, которую вам дали, позволит вам в финал пройти. Или, в крайнем случае, телезрительские голоса дадут вам возможность, чтобы мы в финале вновь с вами встретились. Ну, а я передаю слово Дарье. Мы продолжаем наш эфир. Генеральный спонсор проекта «Вот это да» – акционерное общество, акционерная компания «Железные дороги Якутии». Ну а мы рады представить вам участника под номером 5. Это Сергей Неустроев. Сергей помогает другим пробовать себя в роли вокалиста, так как работает в студии звукозаписи. Сергей сам пишет свои песни, а также он мечтает стать большим артистом. Всем привет! Меня зовут Сергей Неустроев. Я участник телепроекта «Вот это да». Я с 13 лет занимаюсь музыкой, и музыка в целом является всей моей жизнью. Работаю я в студии звукозаписи, записываю людей, в общем, пишем там с командой все песни. И хотелось бы, конечно, поучаствовать в данном проекте. Мне это очень интересно, поскольку я вообще в целом в таком мероприятии впервые. Обычно я всегда пишу песни просто либо под заказ, либо же также аранжировочки, но хотелось бы лично как артист себя попробовать в этом шоу. Участников очень много. Мне было бы очень интересно познакомиться со всеми артистами, посмотреть на их открытость, возможно, и для себя что-то приобрести, какой-то опыт. Я буду рад быть в этом проекте. Беспокоит сон мой, в нем ты-то пьяна. Королева бомбовая, в ней нет стыда. Движется без понта, вы присмотритесь вниз. Смело зови кис-кис-кис.
завис на одной девочке сейчас. Как бунтарь ломаю все, чтобы увидеть тебя, вырвав тромбы, углубляясь в сон свой. Я хочу захавать поцелуи в комбо. Тебя вскружила тонко моя бомба, но себя обливаешь, мешаешь все столбаком ты. Давай ко мне на ронда, так что было звонко. Растрясем танцпол и покажем, что значит мода. Участник под номером 5 Сергей Неустроев. Сергей, прошу. Ну и, конечно, мы просто обязаны, да, поблагодарить красавиц, которые украсили это выступление. Это танцевальная группа Рай Хиллз. Ну, вот вроде бы шоу получилось. Ну а вот получилось ли красиво показать свои вокальные данные, узнаем прямо сейчас. Леонид, вам слово. Вы знаете, я не являюсь поклонником современных течений в музыке, вот, но в целом стилистику я понял. Вот, Сергей молодец, он попал вот в эту вот струю, скажем так, в это течение. Единственное, что я бы хотел, Сергей, вам сказать, вы, конечно, меня простите, но девочки сегодня вас немножко переиграли. Вы волновались, видимо, да? Да. Чуть-чуть они как бы выглядели более уверенно, скажем так. Вот. Ну а в целом, да, композиция хорошая такая, авторская, да? Авторская, да. Ага, вот. И да, и ну, поскольку я вот являюсь автолюбителем и часто на дорогах из окон автомобилей слышу вот очень такие похожие биты, вот. Это, в общем-то, очень так на уровне. Да, спасибо. С улыбкой на лице сидит Любовь. И ее очень лучезарное лицо, наверное, уже заранее, обрати внимание, говорит о том, что ей очень понравилось. Но давай узнаем, все-таки понравилось больше твое выступление или танцевальной группы? У меня вообще ощущение, что я слегка засмущала Сергея, когда он танцевал вот здесь, да. Мне хотелось самой танцевать. То есть это была очень такая кочевая, неплохая музыка. Слова, если честно, расслышала не все, да. Но часть из них, ну, было интересно. Хотелось бы, конечно, больше глубины вообще вот в смысле песни. Но то, что вы делаете, это точно очень интересно. Это то, что будет пользоваться сейчас популярностью, поэтому нужно продолжать в том же духе. Но лучше не танцевать. Спасибо. Спасибо. Феодосия Петровна, как вам подобный жанр Сергей, музыки? спасибо за ваше выступление. Очень интересный номер. В целом композиция тоже интересная такая и своеобразный, у вас хороший такой интересный тембр. Спасибо за прекрасное выступление, творческого вам успеха в дальнейшем. Большое спасибо. Спасибо вам, Сергей. Выступление позади. Ну а теперь мы, конечно же, обращаемся к вам. Дорогие телезрители, голосуйте за Сергея. Отправляйте на короткий номер 5533 смс-сообщение с кодовым словом «ход», пробел и указываем цифру 5. Именно под этим номером выступает Сергей Неустроев. Поддержите, обязательно проголосуйте. И, возможно, мы вновь увидим вот такое шоу, но уже в финале нашего конкурса. Сергей, проходите, пожалуйста.
Что ж, как минимум можно отметить такую необычность, которая разбавляет всех конкурсантов, я думаю, потому что, если сравнить все предыдущие выступления, они более в какой-то там классике держались. Вот Сергей уже здесь. Привет, Сереж. Во-первых, я хочу сказать, что ты тут даже больше не как исполнитель выступил, а полноценно продюсер. Песня твоя, тобой записана. И как минимум у тебя была группа поддержки прямо на сцене, и мы можем точно сказать, что 5 смс-ок ты точно получишь. Вот там они вот уже где-то, я слышу смешок, они уже набирают там через экранчик. Вообще, в целом, как ты оцениваешь свой, я так понимаю, почти дебют как артиста, потому что песни записывать, аранжировать это одно, а выступать самому это совсем другое. Да, совсем другое. Очень мало выступаю на самом деле, и особенно вот именно в таком формате, в телевизионном впервые. Всегда на сцене, когда выступал, там по клубам бывало, всегда переживал. Вообще прям сердце билось постоянно. И сейчас то же самое, в принципе, повторялось. Вот. Ничего пока с этим поделать не могу. А по поводу танцев у меня всегда плохо получалось. Про волнение, я думаю, вообще есть такая фраза, что не волнуется только плохой артист перед выступлением. Даже самый опытный всегда волнуется, потому что хочет сделать все хорошо. В целом, вот сегодня мы уже с одним из участников говорили, разница выступлений на публике и разница выступления непосредственно в студии телевизионной. Ты ощутил? Да, колоссально прям. В чем отличие? Отличие в том, что просто тут очень много камер, которые меня смущают на самом деле. Где-то в других именно подразделениях, там клубы там, или, допустим, наша студия звукозаписи, там прям можно открыто себя вести, а тут немножечко другой формат даже. То есть понимаешь, что тебя увидят те, кого ты не видишь сейчас. Да. Вот по поводу твоей именно основной деятельности в плане звукозаписи, много ли артистов ты уже записал, к многим ли произведениям, может быть, даже хитам приложил руку? Очень много артистов, но работал я тут, если с популярными, это только вот Киджа у нас, Юрислав Гольдеров, Амгаяна, вот, а с остальными артистами пока еще не успел поработать. Ну и с Ева тоже, Шакар тоже с ней поработал. Очень хорошие звезды. Вот, еще раз бы хотелось поработать тоже. Ну а так приходит в основном много талантливых людей к нам в Якутске в звукозапись. И стараемся сделать им хороший звук. Вот по поводу собственного репертуара, много ли у тебя своих песен, которые сам исполняешь? Недостаточно много, в количестве где-то, может, 10 или 20, может, есть песен. Но это только именно в публичном. А если не в публичном, то у меня их порядка 80 или 50. Если говорить про публичный, уже полноценный альбом можно сделать. Да. Очень много демок, на самом деле, которые нужно выпускать. Пока меня владелец студии звукозаписи так ругает, говорит, давай побыстрее выпускай их. Может быть, все-таки этот конкурс станет стартом именно вот такой мощной уже артистической выступающей, или станет таким искрой для запуска именно альбома, выпуска его, оформления всех своих песен, полноценную такую пластинку. Я очень надеюсь на это, да. Кто за тебя сегодня болеет, помимо вот этих прекрасных дам, которые покинули нас уже? За меня сегодня болеет близкая подруга, это Наташа Будкова. Постоянно поддерживает меня в творчестве. Также моя команда студия звукозаписи сейчас смотрит прямой эфир. Мои родители. Всем бы хотел передать привет. Огромный прям. Спасибо, что болеете за меня. С танцами у меня не очень, ребят. Всегда не поздно, если не нравится что-то, подтянуть это. Но я предлагаю еще раз напомнить, как за тебя можно проголосовать. Ход пробел 5 на номер 5533. Это вы отдадите свой голос за Сергея Неустроева, который сегодня, во всяком случае, из тех, кто уже выступал, сегодня конкретно свое творчество представил. Тебе за это респект, молодец. А я возвращаю вас, дорогие телезрители, к своей коллеге Дарье и обратно в студию. А я рада представить участника под номером 6. Это Аина Харабаева. Работает она и учится в Институте культуры в Улан-Удэ. И все ее мечты, конечно же, связаны с творчеством. Добрый день, меня зовут Аина Харабаева. Я работаю в окружном центре народного творчества в Доме культуры Чечир в микрорайоне Марха. Я являюсь хормейстером и работаю с детьми разного возраста. Плюс помимо этого ко мне ходят заниматься и взрослые люди. Нас всех объединяет любовь к пению, к творчеству. В моей семье все очень любят петь, и каждый праздник не обходится без творчества. Дорогие участники
телезрители. Желаю вам творчества, творческого полета. Петь – это здорово. Россия, дорогая наша Русь, нерастраченная сила, неразгаданная грусть, ты размахом необъятна. Нет ни в чем тебе конца, ты веками непонятна чужеземным мудрецам. Много раз тебя пытали быть Россией или не быть. Много раз в тебе пытались душу русскую убить. Но нельзя тебя, я знаю, не сломить, не запугать. Ты мне родина родная, вольной волей дорога. Ты добром своей лаской, ты душой своей сильна. Неразгаданная сказка, синеокая страна. Я березовые сицы нарядила белый свет. Я привыкла тобой и гордиться. Без тебя мне счастья нет. Я березовые сицы нарядила белый свет. Я привыкла тобой и гордиться. Без тебя мне счастья нет. Участница под номером 6 Аина Харабаева. Не переживайте, все уже позади. Чуть-чуть поближе подойдите. Ну и, конечно, мы с нетерпением хотим услышать, что же думают члены нашего жюри по поводу вашего выступления. Леонид. Мне очень понравилось такое хорошее, лирическое, мягкое выступление. На мой взгляд, вот не знаю, как это точно сказать, в некоторых местах вот мне не хватило, чуть-чуть не хватило эмоций, вот надрыва какого-то. Чуть-чуть совсем. Ну, я думаю, что Аина возьмет такое на заметку и будет петь еще лучше, чем сегодня. Любовь, ваша оценка выступления? Я подпевала в душе, еще немного бы и стала бы подпевать вслух, и это бы испортило все выступление, поэтому, слава богу, я сдержалась. Было очень светло и приятно вас слушать.
душа у меня тоже пела, да, так же, как она пела у вас. Я завидую вашим ученикам, воспитанникам, с которыми вы занимаетесь. Мне кажется, вы замечательный педагог, потому что вы, как в хоре, да, как будто бы показывали кому-то, как нужно петь. Да? Вот было такое немного ощущение. Спасибо, это был очень интересный, красивый номер, и вы замечательно выглядите. Очень красивый сценический образ. Феодосия Петровна. Аина, спасибо вам за прекрасное выступление. Песня, да, действительно замечательная, величавая такая, прекрасная песня. Это одна из самых лучших песен на России Давида Тухманова. И эту песню пели Иосиф Кобзон, Сличенко. Вот, и в вашем исполнении тоже очень хорошо прозвучало. Вам спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, поддержите участника под номером 6, Аину, проголосовав за нее и отправив на короткий номер 5533 СМС с кодовым словом «ход», пробел и цифра 6. Именно под этим номером выступает у нас Аина Харабаева. Голосуйте, поддержите. Спасибо большое, проходите, вас уже ждет Паша. Да. Что ж, секунды на секунду, даже не с минуты на минуту, с секунды на секунду Аину ждем здесь, в нашей уютной микзоне. Вот она уже идет, мы ее ждем. Пожалуйста, Аина, проходите. Как впечатление, ощущения? Впечатление нормально. Спела, я думаю, на 8. Я так думаю, из 10, если брать. А так, в основном, ощущение нормально. Самый спокойный участник в нашей микзоне. Спела нормально на 8, думаю, ну, в целом неплохо. Да. Хотелось бы поговорить о вашей деятельности. Вы хормейстер. Я хормейстер. С детьми работаете. Да. И сейчас еще учитесь в Институте культуры в Улан-Удэ. Да. Кем станете после получения? Хормейстером также. То есть вы с еще высшим не... образованием просто. А есть хормейстер без высшего образования. А в целом, как вам работается с детьми? Мне работается нормально, дети ходят хорошо. Ну, в целом, что я могу сказать? Занимайтесь творчеством. И сейчас, наверное, смотрят меня мои воспитанники, которые ко мне ходят. И, наверное, с родителями. Да, вместе. С родителями. Сейчас, наверное, проголосуют. Вот. Возможно, ближайшее занятие, которое вы будете проводить, будет посвящено не занятию, а вас будут расспрашивать обсуждению, как выступили и так далее. В целом, согласны ли с решением жюри? Да, я ничего против не имею. Чем обусловлен выбор песни? Эта песня у меня давно в репертуаре, потому что, как уже сказали, я работаю хормейстером, и мы обычно выступаем на городских площадках, и ко Дню России, День флага, обязательно песни патриотического характера более востребованы. Поэтому я эту песню уже исполняю, наверное, на протяжении 4 лет точно. И вот, в принципе, вот, собственно, и результат, который вы только что услышали. Ну вот, смотрите, говорите про патриотические песни. Буквально послезавтра будем отмечать День Победы. Возможно, ваших воспитанников вместе с вами куда-то прийти послушать можно будет вживую? Да. Мои воспитанники завтра утром 8 мая будут выступать на площади Победы. Это кадетская школа Икиши 9, и преподаватели мои тоже там будут выступать. Я приду посмотреть на них в качестве зрителя, уже оценивать сама их работу. Здорово. Ну, я предлагаю напомнить, как можно отдать голос за Аину. Ход 6 на номер 5533. Голосуйте, потому что, возможно, благодаря вашим голосам Аина попадет в финал, и 21 мая вновь вас здесь увидим, вновь, возможно, даже с вами пообщаемся. Не смею больше задерживать, а эфир наш продолжается. Участник под номером 7 Рима Николаева. Спортсменка, красавица и общественница. Она обеспечивает деятельность автотранспортной службы МЧС Республики. У нее 2 высших образования – по пожарной безопасности и по муниципальному управлению.
Всем привет! Меня зовут Рима Николаева, я из города Якутска. Работаю инженером Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Я замужем, и у нас есть лапочка-дочка, ей 2 годика. Мне сложно представить свою жизнь без музыки. Больше всего мне нравится петь. Неважно, где я, на сцене или перед телевизором. Когда я пою, я испытываю самые светлые чувства. Всем участникам желаю удачи в этом музыкальном конкурсе «Вот это да!» и прошу меня поддержать голосованием. Mamma mia, and tú eres mía. Mamma mia, je suis seulement à toi. Tu m'avais dit, raconte-moi tout va, et à quelle heure je te revois. Et tous les fois, c'est à la même chose, les mêmes instants sur à toi. Et maintenant que je sais que je te reprends, et tous les jours, je me rends compte de tous les fois que tu avais raison. Mamma mia, et toi mia. Mamma mia, je suis seulement à toi. Mamma mia, toi mia. Mamma mia, je suis seulement à toi. Mamma mia, écoute ma chanson. Célébrer, c'est longtemps. Toujours le soir, ça peut te le faire. La 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 la. Mamma mia, et toi mia. Mamma mia, je suis seulement à toi. Mamma mia, et toi mia. Mamma mia, je suis seulement à toi. Участница под номером 7 Рима Николаева. Ну и замечательная поддержка. Рима, вы знаете, у нас одни из самых главных критериев – это, конечно же, выбор репертуара и сценический образ. Вот мы сейчас с нетерпением хотим узнать, понравилось ли и то, и другое
нашим членам жюри. Леонид. Вы знаете, французский язык в вокале является одним из сложнейших языков. Было очень рискованно со стороны Риммы выбрать такую песню. Конечно, кое-какие мелкие такие штрихи я заметил, но за смелость я вам аплодирую. Спасибо большое. Любовь. Римма, вы были очень уверенные, очень яркие, прямо на вас хотелось смотреть, потому что вы по-настоящему сегодня блеснули на этой сцене. Действительно, песня была сложная, да, вы, наверное, сами понимаете, где немного ошиблись. Я не профи в вокале, поэтому ничего оценить в этом плане не могу, но вы были открыты, артистичны. Благодарю за этот номер. Спасибо. Феодосия Петровна сейчас даст оценку, наверное, в первую очередь вокалу, правильно? Ну, это очень зажигательное выступление. Мне очень понравилось. Девушка очень красивая, харизматичная. Сценический образ и артистичность, я говорю, вот это да. Но насчет вокала, ну, вы наверняка сами знаете свои погрешности там, да? Интонационно немножко плавали. Ну, не все в лучшем образе было. Поэтому, ну, спасибо вам за прекрасное выступление. Творческих вам успехов в дальнейшем. Дорогие телезрители, если вы считаете, что Римма должна попасть в финал нашего песенного конкурса, мы предлагаем вам проголосовать за нее, отправив смс-сообщение на короткий номер 5533, указав кодовое слово «ход», пробел и цифру 7. И, возможно, мы вновь увидим Римму, но уже 21 мая в финале нашего вокального конкурса. Римма, проходите, пожалуйста. Что ж, я считаю, что участница зажгла вместе со своей группой поддержки, которая исполнила достаточно такой страстный драйвовый танец. Ну а как же человек не зажжет, если человек, возможно, даже знает, как пожары тушить? Римма уже здесь. Римма, ждем вас, пожалуйста, к нам сюда. Немножко по лицу кажется, что чем-то расстроены. Не согласны с мнением жюри? Я согласна с мнением жюри, да. Все нормально? Все нормально. А свое выступление сами как выступаете? Ну, как все обычные. То есть, в принципе, все нормально. К себе замечаний от самой нет? Ну, немножко. Да. Нет. Немножко хочется про вас поговорить. У вас два высших образования. Одно муниципальное управление, другое пожарная безопасность. Вы работаете в МЧС, отвечаете за автотранспортную составляющую этого важного такого подразделения. А как совмещаете вот такой артистизм, такое творчество и вроде бы такую серьезную, да? Ну, не вроде бы, действительно серьезную работу? Ой. Ну, как сказать. То есть творчество помогает в работе, наоборот, может быть? Помогает в работе, да. Помогает в да. работе. А работа помогает, может быть, в дисциплине, в творчестве? Может быть, это симбиоз там тоже таких выступаю, вещей. да, и тут. Ага. Вообще часто выступаете где-то? Ну, не часто. То есть для вас это такое... Для меня хобби получается. У вас хобби. Да. Может быть, на каких-то конкурсах таких любительских? Ну, в детстве я только выступала. А вот сейчас для вас это может быть такой выход после долгого затишья именно вот в конкурсную основу? Ну да, после этого. А поете вы на французском или на других еще языках? На английском, на китайском и на турецком пою. Да. Вот. Но песня действительно, вот сегодня тоже у нас был участник, исполнявший песню Магомаева. Тоже сложная песня была, он ее месяц назад начал вообще исполнять. Эту песню, которую вы сегодня исполнили, давно ли она в вашем репертуаре появилась? Давно у меня, со школы получается. Ага. То есть, возможно, влюблены в творчество данной исполнительницы, да. Ингрид, если я не ошибаюсь. Вот. В целом, сегодня кто за вас болеет? Возможно, МЧС всей республики? Да, МЧС всей республики, мои родные, мои коллеги, мои однокурсницы, однокурсники, все болеют за меня. Ага. Особенно МЧС, благо паводок еще не пришел, можно немножко... Да, немножко Римма, мы вас все в любом случае поздравляем. Напомним, что ход пробел 7 на номер 5533, чтобы проголосовать за Римму Николаеву. Возможно, ваш голос станет поводом, что она окажется в финале, и она споет еще какую-то другую песню, может быть, на английском языке, а может быть, вообще на турецком? На турецком можно. Может быть, даже на турецком. Вот хотите на турецком песню услышать в финале? 5533, ход 7, Римма Николаева. Все в ваших руках. А я передаю слово Дарье.
Тем временем на эту сцену спешит выйти участник под номером 8 Евгений Рябченко. Недавно он принял участие в конкурсе талантов Якутии, но в этот раз решил блеснуть своими певческими данными именно в нашем конкурсе. Здравствуйте, меня зовут Евгений Рябченко, мне 32 года. Я очень люблю заниматься вокалом. У меня есть два основных хобби, которые ведут меня по жизни и помогают мне развиваться творчески. Первое – это вокал. Все началось еще с далекие школьные времена, когда я учился в Угольнинской школе Верхнеколымского района. Есть второе хобби, такое как кулинария. Очень люблю готовить, радовать своих близких новыми блюдами. Также вот со своей дочкой в 2020 году участвовали в конкурсе Константина Ивлева, ведущего программ «Адская кухня» на ножах. Выиграли в одной из номинаций. У меня 3 детей. Старшая дочка пошла по моим стопам, занимается вокалом. Средний сын у меня хоккеист. И младший в этом году пойдет в детский сад. Мне очень нравится и импонируют люди, у которых есть хобби. Поэтому я призываю всех граждан города Якутска, вообще всей нашей необъятной республики, не стесняться участвовать во всеразличных конкурсах, радовать себя, близких и окружающих. Счастье завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколько звезд на небе серебра, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Где-то гитара звенит, надежное сердце, любовь сохрани. Сердце, любовь сохрани, а птица удачи опять улетит. Будет утро завтрашнего дня, кто-то станет первым, а не я. Кто-то, а не я, кто-то, а не я, сложит песню завтрашнего дня. Нет на свете танца без огня, есть надежда в сердце у меня. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Где-то гитара звенит, надежное сердце, любовь сохрани. Сердце, любовь сохрани, а птица удачи опять улетит. Надежное сердце, любовь сохрани. Сердце, любовь сохрани, а птица удачи опять улетит. Спасибо. Браво! Участник под номером 8 Евгений
Рябченко. Вот такое веселое завершение практически нашего отборочного тура. Участник под номером 8 выступил, и, конечно же, он с нетерпением ждет, что же скажут наши уважаемые члены жюри. Леонид улыбается, значит, понравилось. Да, вы знаете, так уж получилось, что мы с Евгением знакомы достаточно давно. Я очень рад, Женя, что уровень твоего вокала растет. Ты молодец. Ну, номер с вокальной точки зрения мне очень понравился, действительно. Это было точно, это было красиво, это было эмоционально. Спасибо. Любовь, вам слово. Видимо, песня была выбрана неспроста, потому что «Выбери меня», вы давали намек некий нам, да, как жюри, чтобы мы сделали верный выбор. Было очень позитивно, как-то весело, и мне хотелось тоже снова танцевать. Я думаю, что ваши ребятишки сейчас за той стороной экрана очень сильно радовались тому, какой у них папа клевый, крутой, яркий и позитивный. Оставайтесь таким, вы настоящий пример хорошего папы и активного горожанина. Спасибо за это выступление. Замечательно. Небольшая такая хитрость, но я думаю, это было сделано не специально, да? Хотя... Ну, нет, специально. Не специально, говорит участник. Феодосия Петровна. Спасибо вам большое. Такое зажигательное выступление. Мне очень понравилось ваше выступление. Это одна из лучших песен моей нашей юности. Песню пел Николай Гнатюк. Помните, да, такой был певец? Ну, «Птица счастья», позитивная такая песня, заряженная счастьем, да. Очень понравилось. Ну, вокал тоже, вот как Леонид сказал, все хорошо. Видимо, вы с кем-то занимаетесь, да? Нет. Сами, да, занимаетесь? Ага. Очень хорошее выступление. Спасибо вам большое. Творческих вам успехов. Если вы также считаете, что Евгений выступил сегодня на все 100 и достоин попасть в финал, смело отправляйте смс на короткий номер 5533, укажите кодовое слово «пробел», «ход» и цифру 8. Под 8 номером выступает у нас Евгений Рябченко. Голосуйте. Проходите. Ну, мы готовы с завершающим номером, человеком, который представил завершающий номер, поговорить. Сергей уже стремится к нам, прям мчится, и как будто даже совсем не устал. Сергей, здравствуйте. Евгений, простите, я что-то совсем уже с 8 участником в голове все перепуталось. Все такие замечательные сегодня. Ну, а вы прям очень мощно, драйвово, что самое главное. Сегодня был вот у меня лично какой-то голод на драйвовые номера. Но вот честно скажу, мне не хватило движения именно от вас. То есть исполнение, все прям вот и подача, и энергетика, все было. Немножко не хватило движения. Да, еще подтанцовки не хватает, было бы вообще здорово. Да даже вот без подтанцовки, мне кажется, артист и сам иногда может как бы всю подтанцовку вместо других каких-то людей организовать. Ну, как оцениваете? Ну, я не профессионал, поэтому оценивать нужно жюри. Я пою для себя, для души, там, для своей семьи, для коллег, для друзей, которые меня сейчас смотрят, кстати. Ну, в целом, все равно, как бы человек, даже когда он для себя вроде, все равно какое-то вот оценка самого себя. Вот как вы это можете на сегодняшнее выступление оценить? Супер. Хорошо, не будем скромничать, оценим на супер. Ну, это самое главное. Я думаю, коллеги меня оценят, которые меня сейчас смотрят, семья. Дочка у меня тоже сейчас занимается вокалом, может, ей будет каким-то примером. Хотелось бы, чтобы так было. А вдруг вот именно сегодняшнее ваше выступление в дальнейшем станет, не знаю, причиной ее появления на большой российской сцене? Да, я буду очень рад. У меня будет гордость меня просто переполнять. В целом, как давно вот вы занимаетесь вокалом? Вообще вокалом я профессионально не занимаюсь. То есть я сам из Верхнеколымского района, и в школе я занимался в нашем сельском доме культуры, в котором был такой маленький, знаете, DVD-караоке с ламповым телевизором. Вот все, что у нас было. Участвовал в конкурсах «Колымская звездочка», «Голоса Колыма» у нас там, ну, в Верхнеколымском районе такие есть. И все, переехал в Якутск. Здесь максимум, что было, только караоке. Ну, мне кажется, караоке очень неплохое подспорье для становления вокального таланта. В целом, я предлагаю напомнить нашим телезрителям, как можно отдать голос за вас. Это ход 8 на номер 5533. Да, бесконечность. Может быть, это совпадение. А Евгений Рябченко тогда, благодаря вам, может показаться в финале, и мы услышим, может быть, не менее драйвовую песню тогда. 20
стараться. мая, тем более, вот, говорит, будет стараться. Вас я больше не смею задерживать. Спасибо. Вам спасибо за этот такой драйвовый конец, скажем так. А сейчас мы прервемся на короткую паузу рекламную, после которой уже узнаем, что же решило наше многоуважаемое жюри, кто сегодня станет явным финалистом и за кого нужно будет отдавать свои голоса. Посмотрели все, что хотели по телекарте? А теперь подключайте ОККО и смотрите более 90 тысяч фильмов и сериалов. А также получайте 25% кэшбэка на оплату дополнительных пакетов спутникового ТВ «Телекарта». Подробности акции на телекарта.тв. А первый месяц ОККО абоненты телекарты смотрят бесплатно. Это вы подключились к спутниковому ТВ, телекарта по акции умножаем на 10 и сразу получили на счет в 10 раз больше первого платежа. И никаких фокусов. О телекарте и акции умножаем на 10 вы всегда узнаете на телекарта.тв. Подключай, в 10 раз больше получай. Благовещенск еще никогда не был так близок. Теперь пассажирский поезд Нижний Бестях-Благовещенск курсирует каждый день. Путешествуйте комфортно с железными дорогами Якутии. Every time I see your eyes, see the endless story. Every time you touch my soul, it feels like love and glory. You are the one who makes me sunshine bright. Who's always in my mind. Give me the reason to be next to you and live for you. With you, wanna be together. With you, wanna stay forever. With you, till the end. Сейчас, наверное, спишь, смотришь снова в повторе. На листах якутских крыш я рисую море. В него бросимся мы с головой, и со дна нас поднимет вверх волна. Утром смоет красок грусть, я вернусь с тобой, зажигая звезды с тобой. Знаю, что не просто с тобой, рано или поздно с тобой, всегда с тобой. И если ты захочешь, я буду каждой ночью менять слова и лица, чтобы тебе приснился. Поверь, я буду рядом, мне ничего не надо, только ты. С тобой, зажигая звезды, с тобой.
знаю, что не просто с тобой. Рано или поздно с тобой, всегда с тобой. With you, and wanna be together with you. Wanna stay forever with you till the end and never. With you, I found my way. Yeah. И это не участница проекта «Вот это да». Это наша любимая, да, подруга многих телепроектов на телеканале «Якутия-24» Алена Дегтярева. И сегодня она пришла поддержать всех участников проекта «Вот это да». Мы благодарим тебя, Алена. А может быть, в какой-то степени дать мастер-класс на будущее, потому что кому-то из участников предстоит в финале еще выступать. А почему бы и нет? Ну, спасибо большое, Алена. Спасибо. Ну а мы, дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. И это отборочный тур первого интерактивного песенного конкурса «Вот это да». И сегодня выступают для вас представители Якутска и пригородов. Да. Но я думаю, самое время мы посмотрели, послушали выступления 8 участников. Каждый хорош по-своему, каждый с какой-то изюминкой. Кто-то мог понравиться больше, кто-то меньше. Самое главное, что решит сейчас, вот все наши участники вышли, а что же решило наше многоуважаемое жюри, кто уже определенно 21 мая будет выступать в финале. Ну, давай немножко сохраним интригу, все участники у нас в зале. Ну и давай по очереди вообще узнаем впечатления каждого из членов жюри, что они думают, но пока не озвучивайте, кого вы выбрали для участия в финале. Леонид, общее впечатление от этого отборочного тура? Общее впечатление у меня очень-очень позитивное. Вы знаете, это вообще было очень неожиданно, что меня сюда пригласили судить такой конкурс. Я не всегда соглашаюсь на такие мероприятия, потому что, ну, тяжело, знаете, вот выбирать иногда бывает. Тем более, когда участников, вот, например, 8 человек. Но все постарались, все молодцы. Вот, я всем желаю творческих успехов дальнейших. Не оставляйте эту стезю. Помните, что музыка — это то, что никогда вас не предаст и всегда будет с вами всю жизнь, несмотря ни на что. А голос человека — это самый совершенный музыкальный инструмент. Спасибо. Любовь, а какие впечатления у вас остались после вот такого музыкального праздника? Это были почти 2 часа очень ярких эмоций для меня. Я вас благодарю за то, что вы сегодня мне их подарили. Испытывала такие же переживания, как и вы, потому что помню вот эти ощущения, да, здесь. И понимаю, насколько вы, может быть, чувствовали себя немного неуверенно, переживательно. Но все практически справились с этими переживаниями, выступили замечательно, интересно, ярко. И это навсегда войдет в историю, во-первых, республиканского телевидения, и для вас на всю жизнь огромная память того, что вы участвовали в таком классном шоу. Спасибо вам, вы подарили невероятные мне эмоции. Спасибо. Я вот, кстати, добавлю, точнее, одну вещь такую приметил, пока находился в микзоне. Почти на каждой песне вам хотелось выйти танцевать. Мы надеемся, что эти эмоции передаются также нашему зрителю, который сегодня находится у экранов телевизора и, конечно же, следит за всем ходом событий в нашем проекте. Вот, например, Феодосия Петровна видела всех участников, и она имеет уже общую картину. И вот хотелось бы узнать, что скажете по поводу участников, представителей города Якутска? Спасибо всем участникам за прекрасное выступление. Вы нас очень обрадовали. Очень хорошие выступления, такие номера классные, голоса красивые. Но решением жюри мы единогласно выбрали Глаголеву Елизавету Владимировну. Вот это да! Давайте поаплодируем, поддержим. Вот она, ну можно сказать, победительница отборочного тура от города Якутск. Именно она будет представлять город уже в финале нашего конкурса, который состоится 21 мая. Но помимо нее еще будет второй финалист, которого определите вы, уважаемые телезрители, потому что у вас есть возможность голосовать при помощи
сообщений, чтобы отдать свое сердце. Так, сердце, вместо смс сердце. А вам достаточно отправить кодовое слово с номером участника на номер 5533. Я предлагаю сейчас озвучить, собственно, какой участник, какой номер. Напомнить, да. Да. Ход пробел 2, это у нас Колымана. Ход пробел 1, простите, Колымана Ларионова. Ход пробел 3, это Ариан 2, Ариан Дьяконов. Ход пробел 3, Елизавета Глаголева. Ход пробел 5, Валерия Петрова Добрянцева. Ход пробел 4, Сергей Неустроев. Аина Харабаева, голосуем за нее. Ход пробел 6. И Аина Харабаева. И ход пробел 7, это Римма Николаева у нас. И ход пробел 8, Евгений Рябченко. Ну что, дорогие друзья, голосуем. Мы напоминаем вам о том, что уже в следующее воскресенье мы покажем вам всех финалистов, представителей Мирнинского, Алданского, Нерюнгринского, Ленинского и Алекминского, Ленского и Алекминского районов, которые уже выступили в нашем конкурсе. Да. И в следующее воскресенье мы посмотрим, так сказать, гала-концерт практически. Перед этим мы вечером пятницы, мы как ведущие, организаторы всего этого, узнаем, кто же стал вторым финалистом от Якутска. Вы это узнаете в воскресенье, как раз на этом гала-концерте. Ну а 21 мая в это же время, в 7 часов вечера, мы увидим финал. Ну и, конечно, мы не перестаем удивляться тому, какие талантливые люди живут в нашей республике. А самое главное, они любят одно, и это музыка. Да здравствует наш вокальный конкурс. Вот это да! И сегодня мы еще раз стали свидетелями того, что музыка живет в сердцах каждого из нас.